Хотел сказать два слова. У нас самая представительная за все время нашего съезда делегация правительства Чеченской Республики Ичкерия присутствует во главе с первым вице-премьером. К сожалению, сам премьер-министр по причинам, связанным с безопасностью, не смог сегодня здесь быть, но он морально с нами. И в раздаточных материалах, которые есть, мы участвовали в мероприятии, которое правительство устраивало в Киеве в конце прошлого года. Была делегация съезда. По итогам этого мероприятия, как совет съезда, мы приняли постановление, которое вот у вас находится в раздаточном материале, и договорились, что будет ответный визит на наш съезд для обсуждения того, как мы можем двигаться дальше, укреплять наши межгосударственные отношения. До этого съезд еще в 2023 году принимал решение о отношениях Российской Республики с народами Кавказа, где мы осудили две чеченских войны, факты геноцида чеченского народа, дважды в течение 20 века, которые происходили во время Второй мировой войны и уже в 90-е годы, подтвердили, что мы хотим строить отношения с Чеченской Республикой на основе той декларации, которая была подписана господином Яндарбиевым с президентом Ельцином в 1996 году, но которое, по сути дела, никогда не было исполнено, что и привело ко Второй Чеченской войне. Вот это мое вступительное слово, и на этом я передаю вам слово. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты, гости и участники данного мероприятия съезда народных депутатов России. Я хочу от имени правительства Чеченской Республики Ичкерия выразить свою признательность за приглашение на этот замечательный форум, в котором мы неоднократно принимали и принимаем участие. Еще раз от души благодарю и одновременно передаю приветствие и успехов в работе от имени председателя правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Наше участие в этом форуме убеждает, что будущее наших народов мы должны определить на основе права, взаимного доверия и уважения друг к другу. История взаимоотношений, вообще история показывает, что любые конфликты на каком-то этапе, на каких-то уровнях, они всегда в самые тяжелые моменты завершаются поиском политического решения. Поиском политического решения после в ходе Первой русско-чеченской войны было Хасавюртовское соглашение и последующее заключение договора о мире подписанное президентом Масхадовым и президентом Ельциным 12 мая 1997 года, где четко было тогда закреплено, что отныне поставлена точка 400-летней войне между Чеченской Республикой, как он выразился, Ичкерия, и Российской Федерацией. Однако мы стали с вами свидетелями, что, недолго дожидаясь, уже в 1998 году активизировались действия по подготовке новой войны, которая началась уже в 1999 году. Мы, как я уже сказал, должны руководствоваться главными принципами взаимного уважения, сотрудничества и отказа от применения силы в отношении двух субъектов, где об этом четко было
подписано и в соглашении, как сегодня Илья Пономарев сказал, подписанное Яндарбиевым, Ельциным, Масхадом, Яндарбиевым и так далее. И в этом ключе мы и должны строить дальнейшие наши взаимоотношения. Мне отрадно сегодня говорить, что наши взаимоотношения съездом народных депутатов начались не сегодня, не вчера. И наше знакомство, первое знакомство произошло в Киеве в самом начале войны, уже в апреле-мае, по-моему, 2022 года. И с тех пор Илья Пономарев от имени съезда народного депутата принимает участие во всех наших мероприятиях и активно взаимодействует с правительством Чеченской Республики. Кстати, единственная организация, которая поздравила правительство Чеченской Республики Ичкерия после принятия Верховной Радой постановления о признании Чеченской Республики Ичкерия оккупированной и признании геноцида нашего народа. Мне думается, и в дальнейшем наши взаимоотношения должны строиться на основе взаимного доверия, на основе права, на основе самого широкого, открытого обсуждения взаимоотношений между двумя нашими государствами и нашими народами. И в этом ключе, я думаю, источником должен стать для возвращения правовое поле возвращения к договору о мире должна стать где-то прелюдия промежуточная, я бы сказал, Хасавюрт-2, чтобы мы могли концентрировать и перейти к полному обсуждению и возврату к этому договору. Это исторический документ. Такого документа в течение 400-летнего противостояния, 400-летней войны не было. И я думаю и уверен, что этот документ положит, опять же, наши взаимоотношения на новый уровень развития. Дальше, в качестве каких-то практических шагов, в результате я слушал сегодняшних выступавших и вообще фиксировал некоторые детали. И в ходе процесса этой работы у меня возникли какие-то предложения в качестве практических шагов. И я хотел бы депутатам съезда народных депутатов эти свои предложения озвучить. Прежде всего, мне кажется, для полного и всестороннего анализа прошедших, будущих и настоящих создать консультативную группу, совместную консультативную группу съезда народных депутатов и правительства Чеченской Республики Ичкерия, в котором мы могли бы, опять же, обсудить те вопросы, о которых я чуть раньше выразился, и могли бы мы провести наши взаимоотношения двух государств, двух субъектов, двух уже очерченных в договоре о мире. И это могло бы стать доминантом исторического примирения наших народов. Дальше содействовать, и съезд народных депутатов не раз говорил о необходимости влияния или поддержки предложений по освобождению политических заключенных.
В этом тоже очень важную работу совместную я мог бы представить, потому что десятки тысяч совершенно невиновных людей, абсолютно мирных людей под разными предлогами, начиная с 2000-х, конца 99-го, начиная с 2000-х годов, находятся в тюрьмах, я бы сказал, в концентрационных лагерях России. Эта консультативная группа могла бы разработать совместно будущие взаимоотношения, основанные на взаимоотношениях прав человека, верховенства закона, добровольных договорных отношений и отказе в дальнейшем от применения или угрозы применения силы. Мы убеждены, что, я имею в виду чеченский народ в абсолютном большинстве, что прочный мир можно достигнуть лишь не на основе каких-то или победы одной из сторон. Эта победа, нам досталась первая победа после Первой войны. И в дальнейшем мы должны друг с другом общаться и идти, определяя свое будущее на основе только верховенства закона, на основе права и международного права в том числе. Поскольку я очень внимательно слушал сегодняшнее выступление депутатов Съезда народных депутатов, у меня возникли некоторые предложения то же самое. А я хотел бы сейчас перед вами высказать свою точку зрения в этом плане. Как и в любом обществе, как и в любом государстве, в том числе и сейчас российские политические силы тоже очень разрозненно, очень разбросанно действуют по всему миру. И мы имеем определенный опыт сближения. В самый канун, в разгар Первой русско-чеченской войны мы сумели создать ассамблею общественно-политических сил. Это уже в апреле-мае уже 1995 года, в разгар войны, мы создали вот эту ассамблею, которая в последующем стала основой для создания коалиционного правительства. И из ассамблеи, а там были разные, и завгаевские представители, и представители военно-политических сил, и представители общественно-политических сил, которые не поддерживали независимость, не поддерживали чеченскую национально-освободительную борьбу. Однако это очень сильно стало сильным стимулятором в дальнейшем. И вот наподобие этого все так называемые общественно-политические силы, разные, в том числе и Съезд народных депутатов, и Новая Россия, и другие, все могли бы объединиться и совместно создать правительство, о котором сегодня некоторые говорили, о необходимости создания правительства. Это в последующем сыграло бы решающую роль. Касаясь работы с Съездом народных депутатов, я очень сильно поддерживаю направление Съезда народных депутатов по законотворческой деятельности. Может быть, это сегодня выглядит несколько рановато, однако
сегодня вот эта работа и продолжение, углубление изучения этого вопроса и создание каких-то новых законов для будущей России, в том числе и о взаимоотношениях между российскими народами, которые уже давно находятся с веками в колониальном угнетении. И единственная сила, которая, на мой взгляд, из всех перечисленных, единственная сила, которая в своей работе, в работе отсутствует вот эта имперскость, мне кажется, это съезд народных депутатов, с чем я поздравляю. В общем, мы на правильном пути, я думаю. И наши отношения с съездом народных депутатов должны дальше углубляться и расширяться. И мои предложения, которые я выше озвучил, они могли бы тоже положительно повлиять на дальнейший ход действий, на дальнейший ход развития истории взаимоотношения между нашими государствами и народами. Я благодарю еще раз за то, что вы пригласили, и желаю успешной работы, желаю вам добиться главного, свергнуть вот этого монстра, который когтями вцепилась в тело российского государства. Спасибо вам. Большое спасибо за это выступление, и мы очень рады, что вы участвуете в работе съезда. Мы уже когда-то принимали решение о создании такой совместной консультативной группы, поэтому здесь ворота абсолютно открыты. Давайте это просто возьмем и сделаем. То есть это решение съезд уже принял, и нам нужно только совместно определить формат, состав, да, формат, да, то есть вот, и начать работать. Идея относительно политзаключенных с благодарностью принимается. У нас будет отдельный пункт в повестке дня как раз про политзаключенных. Там именно то, что связано в том числе с силовым сопротивлением, будем обсуждать, что с этим делать в связи с тем плохо идущим, но тем не менее существующим мирным процессом между Россией и Украиной. Есть шанс вытащить людей, которые принимали участие в активном сопротивлении в рамках обменных программ, программ амнистии и так далее. И этим надо заниматься. Этим как раз это одно из тех вещей, которым вот наш дом в Вашингтоне очень активно занимается, потому что это единственное место, через которое это в принципе можно сделать. И мы здесь тоже предлагаем тогда объединять усилия. Это вполне можно сделать. Ну, я хочу сказать, что я лично как депутат занимался темой исламского подполья, и которые на многих людей это просто говорили, что они члены исламского подполья. На самом деле они были просто бойцами сопротивления и так далее. Это было и в отношении Чечни, и в отношении Татарстана, кстати. Вот, то есть я там по ряду людей этим занимался, конечно, это была капля в море, когда был депутатом, я имею в виду. Но Родина это видит. У меня примерно половину моего сейчас нынешнего тюремного срока это за Дагестан. Так что это, значит, вклад в дело освобождения Северного Кавказа явно признано на уровне Кремля, вот, чем можно только гордиться. Гораздо хуже то, что мой хороший знакомый и друг Абакар Абакаров был убит в Стамбуле.
Когда-то мы начинали с ним вместе делать «Утро февраля», потом он это делал самостоятельно, но, тем не менее, хорошие отношения остались, и убит он, конечно, был из-за «Утра Дагестана». Вот. А «Утро Дагестана» и «Утро февраля», как, в общем, понятно из названия, да, то есть это родственный проект. Последнее, что на самом деле хотелось бы сказать, это та вещь, которая, мне кажется, она традиционно недооценивается всеми национально-освободительными движениями. И в том числе кавказскими. Это какое видение итогового будущего? Как сделать так, чтобы процесс развода был максимально беспроблемный, бескровный и пришел бы к результату, который был бы в интересах народов России, народов Чечни и народов других, которые проживают на территории Кавказа. Потому что постоянно высказываются опасения, и они у нас здесь звучали тоже, что какой проект на Кавказе? Есть один проект Конфедерации народов Кавказа, есть другие проекты религиозного характера. Это будет возникать единое конфедеративное устройство, такой Европейский Союз, Кавказский Союз в итоге, или это будут отдельные страны. Как будут решаться территориальные вопросы, как будут решаться вопросы имущественного характера при разводе. Ну, даже как в семье эти вопросы лучше обсуждать заранее, а не в момент, когда, соответственно, развод происходит. И, собственно, съезд народных депутатов – это та площадка, на которой мы обсуждаем будущее устройство России. И, наверное, эту площадку можно использовать для того, чтобы обсудить вот этот вот разводный механизм. То есть мы видим, и у нас нет сомнений в этом, что народ Чечни высказался, не нужно никаких дополнительных там референдумов или еще что-то. Да? И еще раз скажу, было соглашение между Россией и Чеченской Республикой Ичкерия на эту тему, про международное право и про все остальное, но он никогда не был реализован, и он никогда не включал в себя никаких конкретных механизмов того, как это может быть воплощено. То есть он был декларацией. Чтобы в будущем это все не оставалось декларацией, мне кажется, надо написать тексты, соглашения, сценарии, механизмы для того, чтобы они сидели, ждали своего часа. Мы надеемся, что этот час не за горами, и чтобы его можно было реализовать максимально быстрым и эффективным способом. Я пару слов скажу, Илья. Безусловно, это очень важные вопросы, и правительство сейчас работает над концепцией вот этого именно концепции послевоенного устройства, скажем, и Чеченской Республики Ичкерия, и всего Кавказа. Сегодня один из выступавших говорил о том, как Чехия и Словакия очень грамотно, очень безобидно, очень цивилизованно разошлась. В начале 90-х Чечня и Ингушетия тоже, Чеченская Республика и Ингушетия тоже на этой же основе, безболезненно, даже без территориальных споров и так далее, точно так же и в постсоветской истории известны только вот эти два случая мирного перехода из одного состояния в другое. Это Чехия и Словакия, это Чеченская Республика и Ингушетия. Если мы подойдем и будем иметь политику, как вы сегодня выразили, и как участники съезда говорят, не раз говорили, трезвости подхода ко всем вопросам, то эти вопросы очень легко решаются. Простой пример. Вот на прошлой неделе в Ингушетии утонул мальчик. Вы, может быть, кто-то не знает, кто-то видел, свидетелем стал. Как объединились? Осетины там были. Осетины, дагестанцы, карачаевцы, балкарцы, чеченцы. Все из Дагестана, аварцы. Кстати,
поговаривают, я точно еще не знаю, от аварец, от того, что его нашли, от счастья умер. Вот это надо еще подтвердить. Поэтому, если мы исключим из своего лексикона имперскость, то все вопросы мы очень просто и легко решим. И дай нам Бог в этом удачи. Спасибо. Вопросы? Да, пожалуйста. Уважаемые депутаты, уважаемые собравшиеся, Денис Угрюмов я. Вы все знаете, что не так давно отправился, я надеюсь, в не лучший мир Сергей Иванов. Это человек, который являлся министром обороны во время Первой Чеченской войны, человек, руки которого обогрены кровью, который, к сожалению, уже не станет фигурантом. Второй русско-чеченской. Второй, извините, да. Не станет фигурантом суда, дающую точную юридическую оценку этим действиям. Мне представляется символичным, если бы съезд принял резолюцию о том, что преступления Российской Федерации против народов собственной страны, военные преступления и подобные не имеют срока давности, и что все фигуранты будут преданы суду даже в случае их физической смерти. Таким образом, юридическая оценка должна быть дана всем преступлениям, которые путинский режим развернул на территории собственной страны. Спасибо. Внеси текст. Илья, хотел бы ответить пару слов Денису. Да, действительно, это человек, который повинен во многих убийствах, во многих преступлениях внутри Российской Федерации, но он также ответственен и за убийство сотни тысяч представителей чеченского народа. И я думаю, он уже получил свое. В этой связи правительство создал национальный трибунал. Никто не забыт, никто не прощен. И в рамках этого трибунала, национального трибунала, мы рассматриваем каждое дело в отдельности, начиная с царской России, Советского Союза и новой так называемой демократической. И ни одно преступление, я думаю, не уйдет в небытие, хотя бы заочно не приговоривший преступника. Спасибо. Еще, да, вопросы. Депутат Андрей Сарафанов. Искренне желая всем объединением России обрести счастье в постимперском мире, в то же время я думаю, как бы с болеющей душой в хорошем смысле, насколько они смогут самостоятельно существовать в плане экономическом. Вот, так сказать, у какой-то страны одни ресурсы, у какой-то республики там, или автономного образования другие ресурсы. Вот в этом плане у Чечни, у нее вот ее ресурсы каковы. Еще раз просто вот искренне желая победы над империей и переживая за это. Хотите ответ получить? Да. Я вам скажу цифрами. Накануне развала Советского Союза Чечено-Ингушетия производила продукцию на 27 миллиардов долларов. Бюджет Чечено-Ингушетии к тому времени, по-моему, было всего 270 миллионов долларов. Мы производили продукцию не только нефтегазовую, мы производили продукцию и химическую, и легкой промышленности, и лесного хозяйства, не говоря уже о предметах и сельского хозяйства. Поэтому
то, что сегодня говорят, что в Чечне нет нефти, что в Чечне Чечня не сможет, Чечня на дотации, да, сегодня именно, чтобы исключить вот это, не показывать настоящие цифры. Сегодня ежедневно правительство так называемого оккупационного получает по 1 миллиарду в день. В рублях, разумеется. И как нефтегазовая промышленность Чеченской Республики сегодня вообще не работает. Ни одного завода, ни одних, кроме как на силовые составляющие, на военные и так далее, Российская Федерация не субсидирует и не направляет в Чеченскую Республику. Да, некоторые социальные вопросы решают, социальные вопросы, благодаря тому, что если и этот вопрос будет исключен, то там, возможно, какие-то всплески недовольства и так далее. Абсолютная ложь, что Чеченская Республика не сможет самостоятельно, экономически самостоятельно выживать в условиях самостоятельного развития. Накануне, я еще раз подчеркиваю, развала Советского Союза, продукция Чечен-Ингушетии экспортировалась в 87 государств. Ватикан получал от нас вот эти свечи. Это была самой высокой марки. Они напрямую заключали договор с грозненским предприятием, химическим предприятием. Поэтому, это же взаимодействие в последующем наш президент, первый президент Джохар Дудаев открыто говорил, мы можем взаимодействовать с Россией по многим направлениям. А почему мы не можем и в дальнейшем взаимодействовать и в экономическом, и в военном, и в энергетическом, и я бы сказал, даже финансовом возможно. Хотя каждое государство без своей валюты – это ущербное государство, на мой взгляд, это мой личный подход. Поэтому тщетное беспокойство некоторых таких наших недругов, что Чеченская Республика не сможет самостоятельно экономически выжить. Спасибо. Еще Антон. Здравствуйте. Огромное спасибо за ваш спич. Хотел бы сказать, что ваша работа показывает, что области и республики действительно могут быть самостоятельными и независимыми. Напоминают людям, которые имеют имперский какой-то характер, даже после того, как пойдет фашистский этот режим, хотят оставить все так же на месте. Да? Это отсылка ко всяким котикам и тому подобное. Вот. Я хотел бы напомнить, что именно у регионов должна быть функция самоопределения. Здесь присутствующие зачастую, многие присутствующие являлись муниципальными депутатами и региональными. К чему я это говорю? Потому что именно они знали гораздо больше, чем знали, например, в этой же Москве, в этой же в Государственной Думе, реальные проблемы, которые волнуют население по факту. Я хотел бы сказать, что доходы региона – это не ваш кошелек, зажравший вы негодяи, что люди, живущие в регионах, это не бойцы, не оккупанты. Это люди, которые должны проявлять свою сознательность и отстаивать это. И ни в коем случае не вы, прошу прощения, некоторые из вас здесь присутствуют, и не вы должны решать, как будет существовать Россия, либо тот, либо иной регион. Это решение именно граждан Российской Федерации, либо граждан республик. У меня все. Огромное вам спасибо. Да, я хотел бы так, Белакиев Ислам, представительство
Чеченской Республики Ичкерия в Польше. Касаемо коротко того, как регионы смогли бы выжить, многое, что сказал наш вице-премьер, я в принципе считаю это достаточно. Но хотя бы возьмем на примере Ингушетии. В Ингушетии был завод электроинструментов. Люди старшие наверняка помнят. Этот завод обслуживал 1/3 всего Советского Союза. Все электроинструменты, которые были у ваших отцов, родителей, у некоторых бабушек, дедушек, были произведены в Чечено-Ингушетии, а конкретно в Ингушетии. Если не ошибаюсь, где-то в районе Назрани он работал. Сегодня он не работает. Не работает он по причине того, что России, нынешней России, с нынешней властью невыгодно, чтобы регионы развивались, чтобы регионы были независимыми, как экономически, так и, естественно, политически. Потому что независимый регион, так называемый недотационный регион, который сам может себя обеспечить, он завтра может подумать, а зачем мне нужна Россия? Я с ней жить не хочу. Я могу сам. Зачем мне отправлять львиную долю своих ресурсов в Москву, чтобы всякий Путин жировал, а потом мне будут, видите ли, все это возвращать в форме мизерной дотации, тогда, когда часть этой дотации, опять-таки львиная доля, оседает в карманах местных чиновников, таких как, если их можно вообще чиновниками назвать, как Рамзан Кадыров, как Калиматов, как нынешний Щукин в Дагестане или бывший Меликов. Ведь они все это потребляют. Все эти дотации служат им, а народ нищает. У народа нет ничего. Ни в Дагестане, ни в Ингушетии, ни в Чечне. Сегодня нам показывают Чечню, которая якобы строится, якобы развивается, показывают Грозный, показывают высотки, мол, посмотрите, поедьте в КНДР, там тоже стоят высотки. И я сколько передач смотрел, они пустые, там ничего нет, это картинка, это фантик. То же самое в Чечне. Все эти высотки, они пустые. Здесь присутствуют представители Чеченской Республики Ичкерия, чеченцы по национальности. Они-то знают, что там никто не живет. Обычный народ не имеет права там даже доступа, только в качестве туриста. Туриста в своей собственной стране, на своей собственной земле. Поэтому Россия не развивает ни инфраструктуру, не создает рабочие места. Россия всегда и везде, вы посмотрите на примерах взаимоотношений России со странами Африки, со странами Латинской Америки, всегда выстраивала отношения исключительно с властимущими. Россия никогда не считалась с местным населением. То есть она искала во властимущих таких людей, которые будут делать все, что она хочет, и при этом, если нужно, угнетать свой народ. Тот же самый принцип, он работает и в нашем случае. В случае, я прошу прощения, но нужно сказать, в случае нерусских народов. Здесь присутствуют представители Татарстана. Татарстан – это субъект, который может быть сегодня независимым. Ведь тот факт, что Татарстан стал частью России, по причине того, что его заставили. Ему сказали, сколько лет он не подписывал федеративный договор. Он отказывался это делать. В 2001, если не ошибаюсь, Татарстан его подписал. А почему он не хотел? Потому что желал независимости, возможно, большей автономии, либо полной независимости. Но Россия показала, с вами будет то же самое, что с Чечней после Первой и после начала Второй российско-чеченской войны. То есть силой затащили, силой заставили. Мало того, несмотря на то, что республики сегодня, находящиеся волей-неволей в составе России, являются, согласно своим конституциям, государствами, несмотря на это, они не имеют права принимать своих собственных решений, независимых.
во многих республиках запрещено выбирать себе главу. Я уже не говорю про президента, потому что статуса президента их лишили. Потому что в России может быть, согласно Кремлю, только один президент, а все остальные максимум главы регионов. Поэтому мы хотим сказать, что если нас оставят в покое, поверьте, мы сможем и выжить, и развиваться на примере той же Мальты, на примере Лихтенштейна. Это маленькие субъекты международного права. Почему, если они могут, а мы не можем? Как говорится, мы же не лысые, правильно? Да. Спасибо большое. Еще гость, пожалуйста. Добрый день, Умар Хитинов, Национальное движение Дагестана. Мы выступаем за независимость Дагестана. Да, у меня есть такое мнение по поводу субъектов. Тут правильно отметили, что субъекты — это участники международного права. Российская Федерация отменила субъектность республик, в том числе и Дагестана, и оккупировала Чеченскую республику Ичкерия и отменила абсолютно все. Эта практика продолжалась со времен оккупации Российской империи. Эта практика продолжалась коммунистической Россией, Советским Союзом, когда большевики оккупировали Северный Кавказ, в том числе Дагестан. И по моему мнению, как человеку не просто наблюдающему, а в том числе я пишу исследования по практике оккупации и колониальной политики Дагестана, по моему мнению, любые предложения, которые не говорят о том, что априори оккупированные, колонизированные народы, они не являются частью Российской Федерации, а являются субъектом международного права, это, скажем, как тут было сказано, разговор большого брата о младших братьях или даже детях. То есть мы не будем участвовать ни в одном обсуждении, ни в одном законотворческом, скажем, проекте, где наши республики, не мононациональные, но национальные, не участвуют как субъекты. Мы не являемся частью Российской Федерации духом, несмотря на то, что юридически как бы мы за ней закреплены, да, де юре. И не собираемся быть частью России. Дагестан в этом плане не единственный. Я Ичкерия не говорю, это временно оккупированное независимое государство. Дагестан в этом плане не единственная территория. А есть еще Черкесия, есть Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Якутия и так далее. И многие эти регионы представлены национально-освободительными движениями. Мы хотели бы понимать, что имперскость вымирает вместе с Путиным и его соратниками. Мы хотели бы понимать, что вопрос, будет ли мусульманский регион исламским или нет, это имперскость, а не трезвое рассмотрение вопроса суверенного права будущего независимого государства. Да? То есть мы не лезем в дела демократических и прочих государств, которые образуются после развала России. И в наши дела не хотели бы, чтобы кто-то лез. Мы не хотим, чтобы к нам относились с позиции старшего брата. Я убежден, что многие из вас будут иметь отношение к будущей России, то есть к власти в будущей России. Поэтому услышьте, пожалуйста, я такой не один, и многие могли бы высказать это мнение, если бы у них была возможность. Не продолжайте историю России, которая длится многие столетия, как имперскую историю. Учитывайте это в ваших решениях, в ваших действиях, потому что мы все равно будем сопротивляться, так как мы имеем традицию сопротивления многовековую. Мы уже независимы, чувствуем себя независимыми, потому что мы такими были. Спасибо. Спасибо. Для этого это и идет обсуждение для всего. Так, еще есть какие-то мнения? Это как раз-таки вариант, который нашел, как мне кажется, некую золотую середину или там серебряную. Что касается бесконтрольного выхода, который очень критиковал Илья, так вот вам, пожалуйста, Дагестан, пожалуйста, Ичкерия,
они уже независимы. Они нас спрашивать не будут, и референдумы никакие, там, межправительственные комиссии тоже не будут организовывать. Они уже независимы. Поэтому вот убирать эту возможность, ну, это просто закрыть глаза на существующую реальность.